Сколько национальностей проживает в нашей республике? Кто поможет вылечить наркозависимость и облегчить жизнь за решеткой? Когда была построена первая церковь? И чем знаменит Сергий Радонежский? Обо всем этом и не только вы узнаете сегодня в программе «Дорога к храму». – 29 октября в Уфе прошел церковно-общественный форум «Третьи епархиальные табынские чтения». Чтение проводится по инициативе Уфимской епархии Русской Православной Церкви Башкортостанской митрополии с участием Салаватской, Нефтекамской и других епархий, Совета по государственно-межконфессиональным отношениям при президенте Республики Башкортостан, Министерства образования, культуры, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, молодежной политики и спорта, вузов и общественных организаций Республики Башкортостан. Наш церковно-общественный форум, третьи образовательные епархиальные табынские чтения посвящены роли духовно-нравственного идеала в лично-общественной и культурной жизни России и памяти 700-летия преподобного Сергия игумена Радонежского чудотворца. Чтения разделились на две части – пленарную и секционные выступления. Темы пленарной части обсуждались в городском дворце культуры. Работу пленарного заседания открыл митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Православие явило миру свой плод соном русских святых. Русских не по национальной принадлежности, а по принадлежности к русскому православию. Высота жизни святых непререкаема. Нравственное достоинство высочайшей пробы. Они, в свою очередь, представляют собой не только примеры реализации в жизнь тех или иных постулатов или истин. Их святость произросла не на сухих полях книжных страниц и не в безжизненной атмосфере философских абстракций. Святые, живые, плодоносящие побеги на лозе по имени Христос, который сам и говорит об этом. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете творить ничего же». Председатель Совета по государственно-межконфессиональным отношениям при президенте Республики Башкортостан Вячеслав Петрович Петков отметил, что государство заинтересовано в проведении подобных форумов, на которых основной темой обсуждения являются вопросы укрепления духовного единства народов Башкортостана. Вера, она во все времена объединяла людей. И сегодня она объединяет. И мы сегодня выражаем благодарность руководителям духовных центров, уважаемому митрополиту, уважаемому муфти, что их голоса всегда звучат, когда решаются судьбоносные решения и в республике, и в Российской Федерации. И, конечно, сегодня приятно хочется сказать, что отношения в республике между конфессиями – это пример, это витрина отношений между исламом и православием. Башкортостан является уникальным субъектом Российской Федерации, где проживают 160 национальностей, которые исповедуют в общей сложности 22 религии. В республике работают 12 духовных центров. При этом количество культовых зданий в республике с каждым годом растет. Первый заместитель министра здравоохранения Александр Афанасьев отметил последние достижения медицины в нашей республике. В нашей многонациональной республике проведение таких значимых мероприятий способствует поддержанию межконфессионального согласия и укреплению взаимопонимания между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Охрана здоровья населения в Республике Башкортостан – это основа социальной политики, и все мероприятия направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи, улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни граждан. Стабильному развитию отрасли способствует ежегодное увеличение финансирования. Существенно увеличен объем высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими учреждениями республики, включая трансплантацию органов и тканей. В этом году, это наша гордость, мы вошли в число 10 регионов, где производится пересадка сердца. Мы сделали в этом году 2 пересадки сердца, ожидаем еще одну пересадку сердца. Мы сделали 2 пересадки печени. Уже просто рутиной стала пересадка почек. Мы ежегодно 40-50 операций по пересадке почек производим у себя в республике.
Благодаря совместным усилиям министерства и верующих резко снизился такой отрицательный показатель, как отказ от новорожденных – с 300 до 29. Но необходима и общая работа с людьми, а для этого нужно внимание к ближним. Только таким путем возможно поднять нравственность, а как следствие снизить смертность и заболеваемость. Заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Динар Зубаиров подчеркнул необходимость воспитания в молодом поколении гражданина и патриота. Национальное духовное развитие – это основа безопасности, а духовно-нравственное развитие молодежи – это стратегическая безопасность нашей России. Что мы видим на сегодня? Мы видим, что в условиях глобализации, всеобщей информатизации стираются как поля границы территориальные, информационные. Практически весь такой инструментарий становится доступен. В этот момент именно, наверное, молодежь, подростки могут быть дезориентированы. И наша задача именно в этот момент направить этих ребят, указать им тот ориентир, в котором нужно развиваться, чтобы остаться и стать патриотом своей отчизны, вырасти разумного человека, ученого, при всем при этом не покинуть Родину, а остаться, опять же, в своем Отечестве. В Республике Башкортостан работает 49 военно-патриотических клубов. Ежегодно для них проводится республиканский фестиваль, посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне. Активно действует поисковое движение, которое объединяет 500 школьников и студентов. Недавно поисковое объединение отметило свое десятилетие. Архивная и исследовательская работа ребят позволила установить судьбы более 3000 солдат и офицеров, ранее считавшихся пропавшими без вести. Слово «патриотизм» для них не чуждо. Приветствие председателя Центрального духовного управления мусульман России, верховного муфтия Талгата Таджуддина, зачитал имам-хатыб Первой соборной мечети Уфы Василь Хазрат Тимиргалиев. Весьма важным предоставить молодым людям самые широкие возможности для их личностной и профессиональной самосознания, и главное, по-настоящему осознать себя полноправным гражданином своей отчизны. А для этого необходимо, чтобы в нашей стране велась серьезная и кропотливая работа по разработке, по утверждению в молодежной среде исконных духовных ценностей, традиционно исповедуемых в нашем обществе. Считаем, что такие святые понятия, как духовность, справедливость, свобода и патриотизм, должны оставаться приоритетными направлениями воспитательной деятельности всех российских традиционных конфессий, которые, безусловно, должны внести свой весомый вклад в этот важный процесс. Ибо в обратном случае молодой человеческий капитал нашего государства, подверженный влиянию извне, не только будет в скором времени девальвирован, но и окончательно втянут в бездуховную и чуждую для нашего общества западную идеологию. В Республике Башкортостан православие и ислам являются ведущими конфессиями. Их объединение составляет более 89% от общего количества религиозных организаций. В настоящее время практически при каждой церкви и мечети существуют воскресные школы и учебные группы, где каждый желающий может изучить основы религии, Библии или Корана. На наших чтениях находятся и духовные представители духовных управлений мусульман России и нашей Республики Башкортостан. Только что республика еще не закончила практически празднование 225 лет со дня образования духовного управления мусульман России. Хотелось бы отметить, что эти празднования
дают свои результаты. Наши дела, они дают постепенные плоды. Мы видим, что у нас общество в республике бесконфликтное, стабильное, в смысле политическом. Нет вот таких ситуаций и положений, даже как на других территориях России. Все это благодаря взаимодействию наших традиционных религий, в первую очередь ислама и православия. Наша республика Башкортостан, она по слову президента является как бы образцом добрых взаимоотношений межнациональных. И, конечно, я как представитель духовного звания межконфессиональных. Также на форуме выступил начальник отдела Министерства труда и соцзащиты населения Республики Башкортостан Марат Хафизов. Министерство труда и социальной защиты ведется действительно тесный диалог с представителями церкви в домах-интернатах и подведомственных иных учреждениях нашего министерства. Активно развивается совместная благотворительная и гуманитарная деятельность, направленная на поддержку социально защищенных граждан. Мы надеемся, что и в дальнейшем продолжится активная совместная работа, позволяющая конструктивно решать духовно-нравственные и социальные проблемы общества, в том числе в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания населения. Полковник внутренней службы Камиль Загитович Дашков отметил значение религиозного фактора в деле воспитания молодежи. Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних относится к числу наиболее значимых задач, стоящих перед органами внутренних дел и правоохранительными органами в целом. В этой связи Министерством осуществляется комплекс организационно-практических мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки по линии несовершеннолетних. Но это прежде всего укрепление внутриведомственного контроля, это совершенствование нормативной базы в сфере защиты детей от преступных посягательств, это также повышение эффективности профилактической работы органов полиции с лицами, состоящими на различных учетах в органах внутренних дел. Также ежегодно на территории республики проводятся комплексные профилактические мероприятия и акции «Полиция и дети», «Подросток», «Законность», «Безопасность», «Жизнь без наркотиков», которые направлены на стабилизацию криминогенной обстановки в подростковой среде. При содействии правительства республики работает ряд программ по профилактике правонарушений и борьбы с преступностью, по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Заместитель начальника отдела по воспитательной работе с осужденными Главного управления Федеральной службы исполнения наказания России по Республике Башкортостан, майор внутренней службы Андрей Мисюков особо отметил роль священнослужителя в деле духовного оздоровления осужденных и их реабилитации после окончания срока заключения. Докладчик подчеркнул факт значительного улучшения внутренней обстановки в тех колониях, где образуются группы верующих. В настоящее время численность осужденных и лиц, заключенных под стражу, составляет почти 15 тысяч человек. Если составить социологический и криминологический портрет заключенных и лиц, которые отбывают наказание, то почти 50% это лица, которые 2 и более раза находились в местах лишения свободы, которые имеют явную предрасположенность к совершению новых преступлений. Причем количество тяжких и особо тяжких, к сожалению, снижается в последние годы. Мы видим, что преступность, к сожалению, молодеет. В Русской Православной Церкви существует давняя традиция помощи и духовного окормления заключенных. Одна из сложных проблем для сотрудника исправительного учреждения сегодня – это духовное выздоровление человека. Штатный психолог, который присутствует в каждом учреждении, может снять внешнее эмоциональное напряжение. А вот помочь обрести духовное спокойствие может помочь только священник. В настоящее время за каждым исправительным учреждением республики закреплены священнослужители. Священники имеют возможность в определенное время беспрепятственно проходить на территорию. Осужденным же предоставлена возможность посещать службу и принимать участие в проводимых мероприятиях. В настоящее время в исправительных учреждениях нашей республики действуют 2 храма, 2 мечети и 28 молитвенных комнат. Антон Мазетов зачитал приветственное письмо министру культуры Амины Шафиковой.
Современный Башкортостан является одним из наиболее крупных по численности населения субъектов Российской Федерации, на территории которого мирно сосуществует многообразие народов, религий и культур, особое место в котором занимает православная религиозная традиция. Наряду с исламом православие играло и продолжает играть значительную роль во всех сферах общественной жизни республики. Очевидно, что история и культура Башкортостана неразрывно связаны с многовековой историей и традициями Русской Православной Церкви. Появление православной культуры на территории Башкортостана берет свое начало во второй половине XVI века, с момента вхождения Башкирского края в состав российского государства и возведения первых православных храмов. Так, в 1579 году в Уфимском Остроге была построена первая деревянная церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери. В настоящее время на территории нашей республики действует 155 храмов и 11 строится. Каримьян Сайфулин, начальник по работе с гражданами военного комиссариата Республики Башкортостан, рассказал о плодотворном взаимодействии с представителями религиозных конфессий при отправке граждан на военную службу. Духовно-нравственное воспитание молодежи имеет очень важное значение в нашем обществе. Особенно мы, военнослужащие, работаем с допризывной и призывной молодежью. Вы все являетесь родителями, папами и мамами тех мальчишек, которых мы призываем в ряды вооруженных сил. И вот мне приятно встретиться с теми людьми, это с Василием Хазратом и отцом Александром, которые постоянно у нас работают на республиканском сборном пункте, воспитывают тех парней, которые убывают в ряды вооруженных сил. Во время призывной кампании священники уфимских храмов будут посещать сборный пункт для проведения молебен в молитвенной комнате и участия в митингах, посвященных отправке молодого пополнения в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Сотрудничество с военным комиссариатом и сборным пунктом Республики Башкортостан Уфимская епархия продолжает уже более 10 лет. Старший преподаватель кафедры педагогики Института развития и образования Республики Башкортостан Валентина Сапожникова рассказала о преодолении трудностей внедрения в школьный процесс культурологического предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Артем Соловьев, кандидат философских наук, представил доклад. Архиепископ Никанор Бравкович о преподобном Сергии Радонежском и ценностях современного общества. Имя преподобного Сергия Радонежского, чье 700-летие мы отмечаем в наступающем году, знакомо любому, кто знает историю России. Это имя дорого для православных, да и вообще для тех, кто действительно любит Россию. Троице-Сергиевы Лавры, монастырь, основанный преподобным Сергием, называемый еще Домом Пресвятой Троицы, является подлинным духовным центром России. Еще в 1689 году цари Иоанн и Петр Алексеевич называли преподобного Сергия особым нашего российского царствия, хранителем и помощником. Как известно из истории церкви и государства российского, преподобный Сергий родился на рубеже XIV века, который известен временем освобождения русских земель от монгольского нашествия. Преподобный отец Сергий считается собирателем русских земель. Являясь духовным пастырем нашего народа, он помогал собирать удельные княжества в единое государство российское. Личность преподобного Сергия убедительно раскрывает нам то значение, какое имеет для общества воплощение нравственного идеала в конкретном образе. Для участников и гостей были организованы выставки-ярмарки, в одной из которых были представлены поделки учеников воскресной школы Пантелеимоновского храма города Уфы. Всевышний говорит: «Мы вас создали разными народами и племенами, не для того, чтобы вы враждовали и что-то выясняли, а для того, чтобы познавали друг друга и любили». Вот это и есть наш девиз. Когда мы научимся понимать, уважать, а это, слава Богу, уже есть, то, что наработали, то, что нажили вместе потом и трудом, это надо сохранить, во что бы это ни стало. И когда будет вот эта вот любовь между нами еще крепче и крепче, тогда Всевышний, несомненно, ниспошлет благодать, счастье и стабильность. Пусть Всевышний всем нам даст процветание нашей республики, нашей любимой отчизне России. И пусть Всевышний озарит наши сердца
верой, духовностью, пониманию и взаимоуважением. После перерыва состоялась работа по секциям и итоговое заседание в Уфимском филиале Московского государственного университета имени Шолохова. Табынские чтения, те, которые проходят уже в 3-й раз, и мы являемся традиционно участниками этих табынских чтений. А в этом году секционная часть проходит в стенах нашего филиала. Этому мы несказанно рады. Мы рады тому, что пришли наши соотечественники, наши единомышленники, те, кто хочет сделать чуть-чуть эту планету красивее. Сегодняшнее чтение еще раз является подтверждением тому, что народ сегодня тянется к светлому, народ сегодня тянется к доброму, к теплому, а мы должны ему оказать всяческую помощь и всяческое содействие. Самое главное, что нас интересовать будет на секционных занятиях, заседаниях, это какие средства нам нужно избрать, как мотивировать и подрастающее поколение, да и всех и взрослых, поиском идеала, нравственного идеала. Чтобы идеалом там было не тайная форма потребления или на более, так сказать, приятная или совершенно форма удовлетворения собственных потребностей, а идеалом было бы служение обществу ближнему, чистая, высоконравственная жизнь. Нужно объединиться вот в этом делании, объединиться в боли за наше Отечество, за наше состояние. Вот эта боль, нравственная боль о ближних, о собственных ошибках, о собственном бездействии и последствиях бездействия, она, собственно, и составляет сердцевину нравственного чувства. И это может объединить людей всех национальностей, всех религий, на что мы, конечно, и надеемся. И ради чего мы и устраиваем это мероприятие, вернее, посвящаем его этой теме. В секции на тему «Преподобный Сергий Радонежский в российской истории и культуре» были выслушаны доклады о благотворительных акциях волонтерского отряда «Палитра» университета имени Шолохова, о существующих храмах и часовнях, построенных в честь преподобного Сергия Радонежского, и, конечно же, о самом святом. В секции, посвященной духовно-нравственному воспитанию в светских и воскресных школах, прозвучали такие темы, как формирование духовного образования Уфимской епархии в XIX веке, воспитательная система молодежного творческого центра «Преображение», краеведение и значение воскресной школы в воспитании школьников. Воскресная школа, как форма работы с детьми и молодежью на приходах, стали появляться в 90-е годы XX века с началом возрождения церковной жизни в России. За 20 лет наблюдалась положительная динамика роста количества воскресных школ в епархиях Русской Православной Церкви. Это свидетельствует о повышении роли и значения воскресных школ в деле воспитания и воцерковления подрастающего поколения. Воспитание, безусловно, начинается, конечно, в семье, прежде всего. И потому как воспитывают детей в семье, на этом, конечно, мы видим на уроках их поведение детей, их элементарная вежливость, общение между собой. Поэтому в воскресных школах мы и можем что-то добавить и пытаемся это сделать, но, конечно же, все начинается прежде всего с семьи. В секции на тему «Духовно-нравственные идеалы молодежи» обсуждались вопросы о воспитании, проблемах и пути формирования идеалов у подростков, влияние мультфильмов, художественной литературы и рок-музыки на наше молодое поколение. В секции под названием «Семья. Среда формирования духовно-нравственных идеалов» разговаривали о проблемах наркомании, абортах и половом воспитании молодежи, о деятельности Центра помощи «Благо» и, конечно же, семейных ценностях. В секции, где разбирали роль средств массовой информации в формировании духовно-нравственных идеалов, обсуждались такие темы, как церковное понимание задач журналистики и нравственность в СМИ. Отношение к церкви должно быть все-таки достаточно на серьезном уровне. Церковь – это институт, и в нашем обществе занимает очень важную нишу, которая воздействует на формирование нравственного идеала подрастающего поколения, так и вообще всего человека, каждого человека, нашего общества в целом, нашего государства. Поэтому определенная некомпетентность или неправильность подхода в передаче информации, к сожалению, часто рождает разного рода ошибки, которые могут привести к печальным последствиям. Поэтому это
скажем так, освещение такой темы, как вот определенная некомпетентность, порой даже и безграмотность в СМИ, это, конечно, важный пункт обсуждения. Данные чтения являются региональным этапом 22-х международных рождественских образовательных чтений, которые состоятся в Москве в 2014 году и станут одним из основных праздничных мероприятий, посвященных 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.